Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. Как всегда, по понедельникам в это время передача «Буква закона», в которой мы поговорим о ваших правах, о том, как их защищать и обо всем, что с этим связано. Сегодняшняя тема нашей передачи – это защита трудовых прав в условиях финансового кризиса или, если желаете, в условиях сложной экономической обстановки в стране. Сразу же разрешите представить моих гостей в студии. Светлана Алексеевна Глухих, зам руководителя Государственной инспекции труда. Барковская Наталья Ивановна, руководитель правовой инспекции Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия и директор агентства юридического обслуживания Сергей Вадимович Погорелов. Добрый вечер. Спасибо, что уделили ваше внимание нам. Телефон нашей студии 32 11 66 32 20 66. Вы можете принять участие в нашей передаче, позвонить, рассказать о своей проблеме, задать вопрос гостям. Пожалуйста, не стесняйтесь, ждем ваших звонков. Уважаемые коллеги, действительно, наверное, вот эта сложная экономическая обстановка, она влияет и на количество обращений за защитой прав, в том числе на трудовых прав. Поскольку, в общем-то, это напрямую связано с экономикой. Да? Светлана Алексеевна, давайте начнем с вас. Традиционно мы обычно спрашиваем каких-то государственных органов о том, какая вот у нас сегодня обстановка. Растет количество обращений, падает количество обращений. Что вообще происходит в регионе? Если смотреть по результатам работы 2015 года, по проведенному анализу, можно сказать о том, что количество обращений по нарушению трудового законодательства, конечно, растет. Количество проведенных проверок за 2015 год по обращениям граждан о нарушениях трудовых прав именно в части оплаты труда в сравнении с 2014 годом возросло практически в 2 раза. То есть за 2015 год было проведено порядка 476 проверок. Да? И где-то в среднем в 2 раза меньше за период работы, период деятельности Государственной инспекции труда в 2014 году. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что работодателями нарушаются права граждан именно в части выплаты заработной платы. Если говорить не только о выплате заработной платы, также по иным основаниям проведения проверок количество обращений также возросло. За период 2015 года по вынесенным предписаниям государственных инспекторов труда было выплачено более 15 миллионов по обращениям граждан. Именно непосредственно это окончательный расчет, задержка выплаты заработной платы, то есть это выявляемая латентная задолженность по республике Саха-Якутия. Это не только город Якутск, это полностью вся республика. 15 миллионов примерно на республику? Более 15 миллионов, 15. Да. Это именно по обращениям граждан, вне зависимости еще от того, что у нас существуют статистические данные, те административные материалы, которые мы рассматриваем именно по возбужденным постановлениям прокуратуры районов города Якутска. Если вместе с прокуратурой, с выявленной задолженностью прокуратуры, там на порядок, конечно, больше. А вот работодатели как реагируют? Понятно, проверка, выявленное нарушение. Чаще что? Они признают, выплачивают, либо продолжают задерживать, начинают судиться. Как в основном, ваши, может быть, ощущения, так, может, не точно? В основном работодатели, конечно, соглашаются, поскольку тут, безусловно, если имеется задержка выплаты заработной платы, не выплатили, скажем, даже компенсацию за задержку выплаты заработной платы, то здесь уже абсолютно безусловно по результатам проверки нарушения имеются. И основания для выдачи предписания государственным инспекторам труда также имеется. То есть это очевидное нарушение законодательства. Имеются действительно случаи, когда работодатели оспаривают, не признают. Но речь не идет о заработной плате. Это иные основания, жалоба была по иному основанию, были выявлены иные нарушения. Понятно.
Понятно. Заработную плату не трогают. Заработную плату не трогают. Но в объяснительных все равно они как-то объясняют. Чаще что превалирует? Вот нехватка денежных средств, неоплата там своими заказчиками и так далее. Или, может быть, человеческий фактор, там, бухгалтер не вовремя не успел, загруженность, там, вот что-то такое? Ну, нет, конечно, зачастую это невыплата заказчиками тех денежных средств, которые они должны были выплатить по тому или иному договору. Допустим, если это договор подряда. Да? Как правило, работодатель почему-то, являясь, скажем так, подрядчиком, да, у данного заказчика, даже если нарушаются сроки выплаты по указанному договору, как правило, когда мы рассматриваем, я всегда спрашиваю, что явилось первопричиной. Да? Мне не заплатили по моему договору. В данном случае работодатель не обратился в арбитражный суд, да, даже за взысканием именно задолженности по выполненным работам. Хотя я более чем уверена, что акты сверок есть, акты выполненных работ также есть, да, то есть задолженность, она есть, и они на каком-то уровне все-таки, видимо, претензионно как-то пытаются провести работу, либо договориться для того, чтобы не доводить дело до суда. Вкратце, в общем-то, ситуация такая. Действительно, кризис, это кризис, прежде всего, неплатежей, да, банки ограничены выдачей кредитов, следовательно, заказчики не платят подрядчикам, подрядчик не платит своему работнику. Цепная реакция. Понятно. Вот вопрос в том, как действует работодатель. Естественно, он вынужден каким-то образом там оптимизировать свою деятельность. Прежде всего, самая большая статья расходов у любого, наверное, там, предприятия – это ФОТ. Самая большая статья расходов. Что действует, каким образом действует работодатель? То есть, каким образом он может действовать? Прежде всего, это сокращение численности. Наталья Ивановна, наверное, вопрос к вам. Как должен действовать, если мы говорим о законной схеме, расскажите нашим радиослушателям, телезрителям, если мы говорим о законной схеме, как должно проводиться сокращение на предприятии? По ликвидации, просто сокращение численности, оптимизации и так далее. Вы знаете, если говорить о сокращении, то, к сожалению, на сегодняшний день сокращение – это решение работодателя. Или вышестоящей организации. К сожалению, так, понимаете, на сегодня. Поэтому это не зависит ни от каких органов, ни от работников. И если решение принимается, весь вопрос в том, чтобы все, что происходит далее, было в рамках закона. На сегодняшний день очень много случаев, когда сокращение, может, работодатель не хочет показывать сокращение, может быть, не хочет выплачивать какие-то гарантии компенсации, которые Трудовым кодексом предусмотрены. Поэтому в этих условиях зачастую обращаются к работникам, вызывают их, извините за это слово, не совсем корректное, давят на работника, чтобы он уволился по собственному желанию. Или сейчас очень модное такое появилось основание расторжения трудового договора. Оно всегда было, просто на практике. Это расторжение трудового договора по соглашению сторон. Но, правда, вы знаете, умный работодатель, тот, который действительно переживает за всю эту ситуацию, у нас такие есть работодатели. Мы сталкивались с такими случаями, когда они заключали с работником соглашение. К нам женщина приходила. Соглашение заключили о увольнении как раз по соглашению сторон, но они обязались выплатить, это акционерное общество, они обязались и выплатить все гарантии компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом. Я считаю, такого работодателя просто приветствовать надо. Да, всякие ситуации бывают, когда необходимо сокращение. И в этом случае, видимо, не совсем нужно было, чтобы такая формулировка была в приказе об увольнении по сокращению. Таким образом с работником достигли какого-то, согласия. То есть, уточнимся, да, при сокращении сторон, мы сейчас чуть-чуть об этом поговорим, да, ему предусматриваются определенные выплаты там, в течение 4 или 6 месяцев, в зависимости от того, сколько по сокращению сторон. Он, получается, работодатель заключил соглашение. Дополнительное соглашение о том, что они расторгают трудовой договор по соглашению сторон, и он ему выплачивает этому работнику. Совершенно верно. Какой это совершенно, молодец, да. Конечно, это бывает редко, но
бывает такое. Потому что выплаты, которые предусмотрены законом, у нас на севере несколько иные, чем по Трудовому кодексу, по общим правилам. Потому что у нас, получается, по 178 статье, это работники вне районов Крайнего Севера, выходное пособие выплачивается и до 2 месяцев сохраняемая заработная плата с зачетом выходного пособия. На севере до 3 месяцев и в исключительных случаях до 6. Вот. То есть работник здесь, будем говорить, защищен, потому что заработная плата ему будет сохраняться и до 6 месяцев выплачиваться. И в данном случае, вы знаете, вот у нас были очень много споров по поводу даже судебное решение. Вот Светлана Алексеевна, наверное, помните эти моменты, когда в отношении пенсионеров совершенно принимали совершенно другое решение, что почему-то пенсионеры не имеют права на выплаты до 6 месяцев. Было у нас такое и судебные решения были, значит, но, слава богу, сегодня этот вопрос решили, и поэтому никаких нет исключений, все имеют право на эти выплаты, значит, вот при увольнении по сокращению. Ну, вот мало того, работодатель обязан в порядке трудоустройства предлагать другую работающую работнику. Значит, это тоже, так сказать, совершенно замечательно. Понятно. Ну, вот смотрите, вкратце, может быть, Светлана Алексеевна, схема, да, ну, за 2 месяца, понятно. Уведомил за 2 месяца. И должен предложить имеющийся в порядке трудоустройства вакансии, да. Тут тоже вопрос неоднозначен. Говоря о вакансиях, это то есть свободные места. Зачастую возникает вопрос по поводу тех, кто отсутствует по каким-то причинам. Вот их места обязаны, так сказать, предоставлять или нет? Если не предоставят, будет ли это нарушением законодательства? Ну, и вообще понятие вакансия такая, да. То есть это должность, которая никем не замещена. Поэтому ее сегодня нету, завтра она появилась. Это как в течение 2 месяцев работник выполняет свои обязанности. Вы знаете, есть старое положение 1988 года о порядке высвобождения работников. Вот, кстати, оно до сих пор действует, и оно не противоречит Трудовому кодексу, но он более чем Трудовой кодекс разъясняет вот эту ситуацию. Значит, дает вопросы на многие ответы. Вернее, ответы на многие вопросы. И вот в соответствии с этим положением там все однозначно сказано, что в течение этих 2 месяцев работник выполняет свои обязанности, подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка. И я хочу здесь сказать, что уж простят меня работники, и с их стороны бывает нарушение. В части того, что сегодня уведомили, а завтра он говорит, а я не пойду на работу. Это неправильно, это будет прогул. В течение 2 месяцев должен отработать. Совершенно верно. Но, с другой стороны, у нас есть статья 180, часть 3, где говорится о том, что работодатель по письменному заявлению работника может и досрочно его уволить по сокращению и выплатить ему денежную компенсацию вот пропорционально тем месяцам, которые не отработаны до окончания 2 месяцев. То есть он в общей сложности получает, например, за 8 месяцев. То есть выходное пособие при увольнении, потом сохраняемая заработная плата с зачетом выходного пособия и около 2 месяцев вот эта денежная компенсация. Ну, вот вкратце, в общем-то, давайте охарактеризуем основные нарушения, да, работодателя при проведении этой процедуры. Ну, одно мы сказали, может надавить на работника, чтобы написал заявление по собственному. Это раз. Понятно, что такое давление. Ну, тут, конечно, советовать не поддаваться или поддаваться сложно, в зависимости от ситуации самого человека. Что еще может быть? Если человек отказывается, какие могут быть последствия у этого человека? Ну, каких последствий здесь, собственно, никаких последствий. Это право работника здесь, каким образом будет решаться вопрос. Но я хочу сказать вот еще о чем. У нас статья 82 Трудового кодекса устанавливает еще, так сказать, степени защиты для работников, которые увольняются по сокращению. И речь идет о тех, кто является членами профсоюза. Значит, во-первых, обязательно за 2 месяца до расторжения трудовых договоров сообщать профсоюзному органу, на биржу труда обязательно. Вот. И когда будет производиться увольнение уже, здесь с учетом мнения выбранного органа первичной профсоюзной организации. Это очень много значит. И, к сожалению, очень часто допускается вот в этом плане нарушения. У нас было несколько дел, когда суды восстанавливали работников в связи с тем, что они как раз вот не соблюли эту процедуру. 32 1166 32 2066. Вы еще можете успеть позвонить и задать свой вопрос. Сергей Владимирович, ну теперь, наверное, перейду к вам. Другая сторона медали. Как, наверное, действовать работодателю, если мы говорим о защите трудовых прав уже работодателя?
вот понятно, что он должен соблюдать трудовое законодательство. С другой стороны, на него очень сильно давит эта ситуация. И даже, если правильно сейчас сказала Светлана Алексеевна, арбитражный суд, вот, ну, он решит вопрос, ну, в течение года, наверное, да, и то там будет, да, через год, может быть, получишь деньги, может, не получишь, может, предприятие уйдет на банкротство, твой кредитор, да, твой должник, и вообще что делать? Вот каким образом действует работодатель? Ну, здесь надо понимать, что не все работодатели являются, как правило, добросовестными, да? Понятно. И многие просто сетуют на кризис и, скажем так, злоупотребляют своими правами, своей хозяйской властью над работником, по сути, да? И здесь надо четко разграничивать реальный предпринимательский риск, да, которым предприниматели подвержены, к сожалению, да, в любом случае, да, конечно. И злоупотребление. Вот при реальном предпринимательском риске действительно, исходя из даже практики моих клиентов, да, а я обслуживаю и компании, в том числе торговые, оборот денежных средств падает, да, приходится избавляться от работников. Но, как правило, я советую работодателям, своим клиентам, да, если нет финансовой возможности, скажем так, провести официальную процедуру сокращения, а это достаточно дорогая процедура, да. То все-таки действительно надо прибегать к вопросу, как вот коллега озвучила, что увольнение по соглашению. Да? Но здесь есть один нюанс. Бывают прецеденты, когда, пользуясь безграмотностью работника, работодатели, заставляя подписывать соглашение о расторжении трудового договора, да, утверждают, что это и есть сокращение. Да? И буквально где-то месяца 3 назад ко мне один из работников такой организации подходил, и у него действительно указана там компенсация в течение 2 месяцев после расторжения этого договора. Мне сказали, это сокращение. Да? То есть, в данном случае работодателям необходимо, если необходимо применять, скажем так, образно говоря, к бескровным методам сокращения численности штатов, да, ни в коем случае я не рекомендую нарушать права работника, хотя бы потому, что не сколько потому, что это незаконно, да, сколько это потому, что дорого. Да, если работник все-таки пойдет... У нас есть телефонный звонок, я прошу прощения. Да, слушаю вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Да, оденьте, пожалуйста. Когда вот упраздняют или ликвидируют эти вот предприятия, да, женщина в декретном отпуске по уходу ребенка сидит. Вот как с такими поступают-то должны? Все понял. Вопрос понятно. Сокращение. Вопрос по преимуществу при сокращении. Женщина находится по уходу. Ну, Нет, если сокращение, здесь вопросов нет. Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком, вопрос однозначен. 261 статья, она не может быть уволена по сокращению. Поэтому я всегда работодателям говорю, вот вы уведомили ее, должность ее сократили, а она вышла на работу. Это ее право. В любое время. Ребенку еще нет 3 лет. А должности у вас нет. И вот начинается конфликт. Нет, дорогие мои, работодатель здесь должен знать, что до 3 лет место работы сохраняется. Совершенно. Поэтому эта женщина, так сказать, ведь последствия какие? Ей предложат другую работу, она не согласится, а уволить ее не имеет права. То есть даже, извините, заваривать вот эту всю ситуацию совершенно не надо. Закон установил, значит, не должно быть. Но в отношении тех, кто, когда вопросы производятся по ликвидации организации, здесь немножко другая совсем ситуация, потому что ликвидация, значит, здесь... Да, лица, потому что здесь нет просто этого юридического лица. У нас даже беременные женщины могут быть уволены по ликвидации. Чтобы вы понимали, уважаемые радиослушатели и телезрители, сокращение – это при сохранении работодателя, как юридического лица, индивидуального. То есть предприятие сохраняется, просто численность штатная уменьшается у него. При ликвидации сама деятельность этого предприятия, она прекращается. Вот в чем разница. И, соответственно, в первом случае мы говорим о том, что не имеет права. Во втором случае, уж поскольку предприятие прекращает свою деятельность, то, соответственно, тут ничего не попишешь. Мы поговорим. Вот интересный разговор, да, по поводу доп. Соглашения. Вот сейчас Наталья Ивановна как раз сказала о том, что, да, действительно, это один из вариантов. Работник идет на компромисс, да, с работодателем, то есть, понятно, это выбор работника. Насколько это работнику выгодно? Вот нужно ли это работнику?
Это не только выбор работника. Это и работодатель на это здесь тоже. Понимаете, здесь просто... То есть это такой компромисс. Это компромисс. Это вот обозначили, что это цивилизованный способ решения вопроса. Да? И в действительности в нынешней экономической ситуации даже крупные предприятия чувствуют определенную финансовую нагрузку, да, которую ранее до кризиса они в принципе не ощущали. Да? И, скажем так, с адекватным работником, да, адекватный работодатель всегда может договориться. Да? А бывает, конечно, и злоупотребление со стороны работников. Да? И такие прецеденты бывают. Скажем так, подкованный работник может достаточно много с работодателя получить. А при этом малоподкованный работодатель может очень много заплатить этому работнику и по итогам судебного заседания. Вот по поводу задолженности заработной платы есть одна мина, да, на которую очень часто наступает. Это 3-месячный срок. Вот о нем давайте поговорим. Сергей Вадимович, наверное, ты... 3-месячный срок действительно зачастую по заработной плате с момента увольнения непосредственно. Пропускают, да. То есть, суть-то в чем? Суть-то в том, что работодатель может кормить работника обещаниями. Ты подойди завтра. Часто очень возникает ситуация, когда у работодателя дружеские, приятельские отношения, может быть, с работником, да, как-то так по-мужски пытаются решить, особенно, да, люди неграмотные. В течение 3 месяцев человек может предъявить иск с момента его увольнения. Да. Также хотелось бы отметить, что по касательно срока надо обращать внимание не только на 3 месяца по выплате заработной платы, да, но и по обжалованию увольнения. Потому что зачастую ко мне приходят работники крупных предприятий, которых, судя по документам, уволили достаточно по надуманным основаниям, еще и неправильно, да, но, к сожалению, срок прошел. И когда я спрашиваю, почему вы ранее не обращались, мы ходили, общались с ними, они нам обещали исправить эту ситуацию. То есть, часто же такая ситуация? На такие ситуации нельзя идти работнику, да? То есть свои права надо защищать сразу через юристов или через адвоката. 3 месяца, да, действительно. Многие, кстати, путают с 3-летним сроком исковой давности. В Трудовом кодексе кстати, в Трудовом кодексе иных сроков нет. 3 года – это гражданское законодательство. У нас раньше в Трудовом кодексе было установлено, что депонированная заработная плата, которая работнику начислена, но не выплачена, она в течение 3 лет сохраняется за работником. А сегодня этого нет. И сегодня вообще вот этих 3-летнего срока вообще нет. Это дискриминация какая-то чистой воды, да, когда, с одной стороны, я займу у человека по долговой расписке, с другой стороны, просто не дам ему денег, тоже фактически займу. Но в разные сроки. И Конституционный суд, сколько туда вы не обращайся, бесполезно, он не признает эту норму неконституционной. У нас совсем остается буквально крошка минуту-две. Коллеги, наверное, 3 минуты, мне сейчас подсказывают, ваши рекомендации, наверное, последние людям, гражданам, что нужно делать, если вот такая ситуация, им вынуждены они уволиться, либо сокращение, либо еще что-то. Вот, пожалуйста. Как защитить свои права? На выбор, я думаю, все-таки работника, да? Значит, работник вправе в любом случае воспользоваться своими правами, как конституционными, да, так и всеми иными, которые прописаны, в том числе в Трудовом кодексе, вправе обратиться и в Федерацию профсоюзов, да, вправе обратиться в Государственную инспекцию труда за защитой своих нарушенных прав. В случае, если предписание не исполняется, да, вправе обратиться, соответственно, к квалифицированным специалистам, которые представят интересы в суде и взыщут в бесспорном порядке задолженность по заработной плате, либо восстановят по незаконному увольнению. Но в любом случае свои права отстаивать необходимо. Если необходима консультация, вправе также обратиться за консультацией по, значит, трудовым правам, насколько они нарушены, не нарушены, для того, чтобы хотя бы на данный момент оценить, да, что делать мне в дальнейшем, либо все-таки с работодателем можно будет договориться каким-то образом, да, либо все-таки я хочу, чтобы мои права были восстановлены, либо если там нет нарушений, как правило, к нам даже звонят люди просто вот узнать, действительно это так, либо там работодатель прав в данной ситуации, либо не прав. Это действительно нужно, потому что, даже для того, чтобы не пропустить именно те 3-месячные сроки, которые являются пресекательными, да, они могут быть восстановлены, но по уважительным причинам. Об этом нам говорит Пленум Верховного Суда. Там болезни и так далее. Конечно. Да, пожалуйста.
Но нельзя не согласиться с тем, что, на мой взгляд, единственная на сегодняшний день, может быть, цивилизованная форма – это как раз подача искового заявления в суд. Но не все работники обладают достаточными знаниями, чтобы самим это исполнить, поэтому, конечно, они должны обратиться к юристу, значит, который дал бы им консультацию, оказал бы помощь и так далее. Но все-таки в первую очередь я полагаю, что бывают такие ситуации, когда можно с работодателем решить все вопросы. Я считаю, в первую очередь необходимо пойти по этому пути. И еще один, я быстро скажу. У нас сегодня есть статья 142 Трудового кодекса, где говорится о самозащите трудовых прав Я работников. прошу прощения, у нас уже заканчивается время. Благодарю вас за участие в передаче. Желаю вам еще раз посетить эту студию. На этом все. Большое спасибо, что были с нами. Смотрите нас на НВК онлайн. Всего вам доброго. Следуйте букве закона. До свидания.